Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 1 декабря. Это у нас будет пятница, первый день зимы. Посмотрим, что ждет каждый знак зодиака в этот день. Начиная с Овнов до Рыбок у меня будет две части, два видео. Это первая часть. Овны, 1 декабря, пятница, события дня. Покажите мне, что за события будут у Овнов. Колокольчик. Первое событие — это пустые разговоры. Печаль, колодец. Змею нельзя. Яблоко, слезы. Печаль, слезы. Деловой разговор. Интересно выпало. Здесь разговоры печали, а здесь общение и слезы. Подарок нельзя. Цыпленок — это семья, дети и дорога. Может быть, какая-то совместная поездка с семьей. Так, и открытие тайн. Замок. Смотрим, значит, что у нас здесь. Горизонталь, нет совпадений. Цветок нельзя. Здесь нет совпадений. Получается 6-7 событий. Первое событие: в пятницу у вас будут пустые разговоры, болтовня, будет разочарование, слезы, деловой разговор, открытие тайн, секретов, поездка и общение с семьей, с детьми. Вот такие события для вас. Даже, видите, есть предупреждение, что вот в этот день могут быть у вас какие-то переживания, слезы. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к Тельцам. Так, смотрим Тельцы. 1 декабря, пятница, события дня. Ножницы, первое событие. Решится какой-то вопрос у вас. Змея. Общение. Тайны. Замок. Дерево нельзя. Печаль, смотрите, змея и печаль рядом выпадает. Дорогу нельзя. Успех. Кровать нельзя. И также еще есть сердце, дружба. Цыпленок. Встреча. Встреча, решение вопроса. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, у вас выходит 6, 7, 8 событий. Точно все хорошо будет в делах. Да, то есть выпадает встреча, решение вопроса, успех, общение с друзьями, общение с семьей,
открытие секретов тайн, и из минуса разочарование от общения с какой-то змеей, да, то есть таким язвительным человеком. Ну, возможно, кто-то что-то в вашу сторону скажет и сможет вас обидеть. Так что, видите, много хороших событий, но есть вот и предупреждения для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. Так, сейчас, секунду. Так, смотрим. Близнецы. 1 декабря. Деловая встреча у вас выпадает первым событием, свиток. Успех, венок. Змея. Тут смотрите, два варианта. Змея и еще есть печаль. Колодец. Но я змею увидела, оставляю ее. Тайная встреча. Тайное свидание. Неприятность, расческа по горизонтали. Бабочка. Встреча, деловое общение. Так, лепите нельзя. Слезы еще есть. Неприятность, слезы. И дорогу нельзя. Значит, смотрите, что у вас выпало. В этот день вас ждет успех в делах. Лавровый венок. Деловая встреча, деловое общение и успех, видите. То есть в делах все хорошо. Дальше злые языки. Это, какой-то человек, от которого можно ожидать неприятного слова, да, в свою сторону. Тайная встреча, неприятность и слезы. Возможно, это и будет неприятность общения с этой змеей. Да, то есть человек может довести вас до слез. Или до каких-то негативных эмоций, как минимум. Так что вот вам надо быть готовым к такой ситуации. То есть она может проиграться. Хотя неприятность это может быть и что-то другое. То есть кроме змеи может быть еще какая-то неприятность в этот день. Вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание и перехожу я к ракам. Так, раки. 1 декабря. Пятница. События для раков. Сразу же у вас выпадает корабль. Первое событие. Мешок с деньгами. Ожидание денег. Солнце, радость. Нерешенный вопрос. Змея.
Флаг нельзя. Чемодан. Успех. Месяц. Так, и смотрим с вами теперь горизонталь, вертикаль. Замочек еще есть. Здесь нет. Так, что я у вас здесь понаходила? Значит, первое событие, у вас очень много, видите, выпало. Первое событие — ожидание. В этот день, в пятницу у вас будет, извиняюсь, у вас будет, будет какое-то событие, связанное с деньгами. Солнце, хорошее настроение, открытие тайн, нерешенный вопрос. Вопрос может не решиться, хотя, смотрите, выпал и успех. То есть, возможно, какой-то вопрос решится успешно, а какой-то не решится в этот день. Также событие, которое повторяется каждый месяц, временная разлука, расставание и общение со змеей. Ну, такой день себе, знаете, 50 на 50, да, то есть есть и половина хороших событий, но и половина не очень. Такие, как нерешенный вопрос, ожидание, змея. Не супер, скажем так. Ну, вот такой вот день. Вообще какой-то день не очень приятный, я вам скажу, 1 декабря. Вы 4-й знак, и 4-й знак уже какие-то события такие. Не самые приятненькие. Сейчас посмотрим, что дальше, что еще покажет у других знаков. Львы. 1 декабря. События дня для львов. Покажите мне. Пятница. Что будет у львов в пятницу? Печаль, колодец этот. Какой-то день печали будет 1 декабря. Обман, маска. Ножницы. Интересно, что у многих знаков выпадает решение вопросов, да, то есть как и у вас, но при этом какие-то печали в этот день. Интересный день. Слезы. Яблоко. Болезнь, смотрите, еще есть череп. Плохое самочувствие. Книга госучреждения. Решение вопросов в госучреждении. И пустые разговоры, колокольчик. Получается у вас в этот день из минусов печаль, болезнь, обман и слезы. Возможно, вы узнаете, да, то есть об обмане, и из этого выпадает, да, то есть разочарование и слезы. Ну, и может быть эмоциональная истощенность, да, то есть болезнь может показывать просто там, голова болит из-за переживаний, еще что-то. Дальше. И из плюсов выпали 3 события. Это посещение госучреждения, решение вопроса в этот день. И с кем-то будут разговоры, болтовня. Так что, видите, есть хорошие события, но есть и предупреждение, что будет какая-то неприятная ситуация у вас в пятницу.
Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Так, девы. 1 декабря. Первое декабря. Девы, события дня. Смотрим, что вам этот день приготовил. Угу. Солнышко, радость. Хорошо. Угу. На тебе. Неприятность, чтобы долго не радовалась, называется. А, тут смотрите, тут 2 варианта было. Или неприятность, или якорь. Ну, я первую неприятность увидела. Оставляю ее. Да, то есть вашу радость омрачит какая-то неприятность. И даже сразу же выпадает какая, показывает. Рыба. Скользкое дело. Казенный дом. Госучреждение. Неприятность в госучреждении. Ну и плюсик еще есть сундук. Значит, смотрите, у вас в этот день 2 плюса. Ну, у вас, в принципе, как и у других знаков тоже это выпало. Одно событие хорошее, позитивное, да, то есть и у каждого знака выпала какая-то неприятность. То есть такой день неприятностей может быть. Значит, из плюсов что выпало? Прибыль, финансовые поступления, да, то есть и хорошее настроение. Из минусов, ну, в принципе, еще посещение госучреждения, то есть тут непонятно, как сложатся обстоятельства, плюсом или минусом. Посещение госучреждения, неприятности, скользкое дело. Но так как они выпали рядом, то вполне может быть, что в госучреждении будет какая-то неприятность, ну, какая-то подстава, да, то есть рыба – это всегда подлости, подставы, свинство какое-то со стороны других людей, когда обманывают нас, да, то есть что-то предлагают, при этом хотят от нас что-то получить, какую-то выгоду. Поймите, в общем, надо быть точно осторожными, девы. Вот такая вот информация для вас, подсказкой. А, смотрите, надо же еще в последний момент увидела ключик, это очень хорошо. Это означает, что в последний момент, да, то есть вы сможете избежать по ключику, избежать вот этой ситуации. То есть вовремя раскусите человека, потому что ключ показывает, что все в руках человека, все зависит от него в этот день. Ну вот видите, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, перехожу дальше к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку оставила уже для вас под видео в описании внизу. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.